Ён трапіў на фронт у 19 гадоў, служыў у войсках сувязі. Сваю ўзнагароду, зорку Героя Советского Союза, заслужыў у 43-м годзе. Ішла вайсковая аперацыя па фарсіраванні Дняпра. Сувязісту Константину Лазаненку разам з баявымі таварышамі неабходна было усталяваць сувязь. Але лодка, на якой сувязісты фарсіравалі раку, была знішчана, і кабель пайшоў на дно. Тады малады салдат пад варожым агнём здолеў дастаць яго з вады, што дало магчымасць наладзіць сувязь для ўсяго фронта. За гэты подзвіг ён быў узнагароджаны залатой зоркай, орденом Ленина и званием Герой Советского Союза. Наверное, зная человека лично, а я с ним знаком с 2003 года, говорить даже сложнее, чем если бы просто знал его биографию. Это был яркий человек, патриот своего дела и очень скромный в то же время герой. Он активно участвовал в жизни, тогда я работал в облсполкоме, в жизни областной ветеранской организации. Ему было присуще и чувство юмора, и весь этот спектр высоконравственных качеств. И то, что мы сегодня увековечим его память, это на самом деле высоконравственно, справедливо і закономірно. Довгий час Константин Лазаненко працаваў на брэсцкім электрамеханічным заводзе, дзе пакінуў пасля сябе толькі добрыя ўспаміны калег. Все поколение людей, которые прошли эту страшную войну, были, понимаете, настолько добрыми, что берет даже иногда удивление, почему люди, пережившие столько, были такие добрые, хорошие, доброжелательные люди. Я никогда, с Константином Фроловичем я имел честь проработать 15 лет. Мы работали в одном подразделении, много этих лет. И он настолько, понимаете, был человек, излучающий доброту. На сёння ў Брэсце ўжо усталявана 216 мемарыяльных дошак людзям, якія заслужылі такую памяць нашчадкаў. Константину Лазаненко стала 217-й. Городской совет ветеранов вышел с предложением об открытии мемориальной доски 3 героям Советского Союза, чья память до сегодняшнего дня была не увековечена. Прежде всего, это Лазаненко Константин Фролович. У нас еще в ближайшее время планируется еще 2 таких события. Я думаю, что мы их реализуем при поддержке Брестского горосполкома и администрации района, потому что хотелось бы, чтобы еще открыли мемориальные доски и героям Советского Союза Ермолаеву и Доценко. Юрий Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».